Отделение работает марта 1999 года. Изначально было открыто 6 коек, затем мы расширились до 9. И как раз вчера было открытие 3 дополнительных коек, то есть мы расширились до 12 коек. Ежегодно поступает у нас в среднем количество детей уже растет. Если раньше поступало не больше 100 детей, то в последние годы в среднем где-то до 250-300 детей. Дети поступают самые разные, но процентов 90 составляет из них именно дети недоношенные, с разными сроками. Поступают дети с самой различной патологией, то есть это и соматическая, и хирургическая. На данный момент у нас имеется 12 в нашем перинатальном центре, 6 коек в городском роддоме. И планируется 18 коек в строящемся перинатальном центре. Это будет учреждение 3-го уровня, где будет оказываться самая необходимая и высококвалифицированная помощь. Потребность, необходимость этого перинатального центра очевидна. Помощь, конечно, будет оказана, но проблема, конечно, в том, что обеспеченность и врачебными, и средними кадрами медицинскими у нас очень, так скажем, плачевно. За все годы работы нашего отделения комплектованность, допустим, врачебными кадрами составляла не больше 60%. В среднем постоянно было где-то в пределах 47-50%. То есть из необходимых 12 докторов работает 6-7 человек. То есть это накладывает определенную нагрузку и на физическую, и моральную. И самое главное, это проблема среднего персонала. То есть средний персонал работает у нас, скажем так, в изматывающем режиме. Они работают сутки через сутки, медсестры. Как будет решаться проблема в будущем перинатальном центре, трудно сказать, но хочется отметить, что весь выпуск и врачей-акушер-гинекологов, и анестезиологов, реаниматологов, среднего персонала нашего медицинского колледжа будет брошен, скажем так, на амбразуру тот перинатальный центр, новый строящийся.